И очень-очень холодно. В Доме полимеров Сибура на ВДНХ, который представляет собой крупнейшее образовательно-просветительское пространство, каждый день аншлаги. Только за первый месяц выставки «Павильон» посетили более 16 тысяч человек. В числе гостей и Эмили Мирахи с сестрой Софией. Они тоже пришли знакомиться с химическими процессами. Девушка признается, она сейчас в поиске, посещает разные кружки, секции, старается найти свое призвание. Мне очень понравилась мини-экскурсия, которая здесь прошла. Мне очень запомнился один факт, что недавно городу Пермь исполнилось 300 лет и сделали 300 скамеек. Совпали цифры, очень интересно. В Доме полимеров каждый найдет тему по интересам. Самый юный узнает о химических реакциях и опытах через увлекательную игру. Взрослым расскажет о продуктах нефтегазохимии, профессионально и познавательно познакомит с российскими предприятиями. Наталья Шушиаташвили знакома с Сибуром по работе, поэтому участие в викторине стало легкой прогулкой. 14 вопросов, 14 правильных ответов. Детям будет довольно интересно именно, так скажем, в географическом плане запомнить, где какие организации находятся, подразделения, что именно Сибур делает. Без преувеличения грандиозная выставка России, посвященная не только регионам, но и компаниям, корпорациям нашей необъятной родины. Мы находимся в Доме полимеров компании «Сибур», и очень приятно, что к Дню Республики Татарстан подготовлена специальная отдельная экспозиция, посвященная промышленному потенциалу Татарстана и нефтехимическим предприятиям республики. И даже здесь можно увидеть премьеру ролика нового олефинового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске. Сейчас в павильоне работают молодые специалисты из различных географий Сибура, включая Татарстан. Их рассказы о своей карьере – лучший пример для посетителей о том, что на самом деле представляет собой работа в отрасли. Поэтому на начальном этапе каждые 2 недели приезжают 8-9 человек из новых локаций. Волонтеры Богдан и Лилия Балкановы, молодые специалисты Нижнекамск нефтехима, уже несколько недель они помогают посетителям сориентироваться на экспозиции и делятся собственным опытом. Они смотрят с такими вот глазами и очень удивляются. И это как бы приносит такую радость даже нам, типа, то, что мы так удивляем их. Это новый опыт для меня и немного волнительно. Какими продуктами нефтегазохимии мы пользуемся каждый день, для чего нужны градирни, какая многоразовая сумка экологичнее, какой полимер Казань-Оргсинтеза заменяет стекло в строительстве. Увлекательная викторина с вопросами и призами от Сибура продолжается возле стенда нашей республики. Много вопросов, конечно, мы не ответили, потому что не знаем этого, к сожалению. Но узнавать интересно. Да. За день свои знания нефтехимии проверили около 1000 гостей. Выставка-форум продолжается, так же как открыт для посетителей и Дом полимеров Сибура. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников. Новости Татарстана, Москва.